В селе Ынтыма Карасуйского района в ближайшее время будет введен в эксплуатацию кирпичный и углеперерабатывающий завод. В него вложено $9 миллионов США. Ежегодно здесь планируется производство 50 миллионов штук кирпича, что позволит полностью обеспечить потребности страны. На углеперерабатывающей части завода ежегодно будет перерабатываться 600 тысяч тонн угля. Завод в целом создаст 300 новых рабочих мест. Работа углеперерабатывающей и кирпичной частей завода связаны между собой. Отходы после переработки угля мы превращаем в кирпич. Основная идея заключается в этом. Кроме того, весной этого года в Нокате откроется первая линия завода по производству удобрений. Всего же предприятие будет строиться в 4 этапа китайскими инвесторами. После выхода на полную мощность завод начнет выпускать 500 тысяч тонн органических удобрений в год. Ежегодная потребность страны в удобрениях составляет от 250 тысяч до 300 тысяч тонн. До этого мы полностью зависели от импорта. Первую линию завода собираемся запускать уже в апреле этого года. После того, как завод полноценно заработает, мы планируем обеспечивать удобрениями не только Кыргызстан, но и экспортировать их. Биздин толук өзүбүздүн керектебибизди камсыздап, дагы ушу экспортко да мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ожидается, что новые производственные предприятия откроются в каждом районе. Например, в Карасуйском районе в ближайшее время будет заложена капсула под строительство 9 промышленных предприятий. Это мясокомбинат Жетиватер, завод по производству аккумуляторов Лифан, 3 асфальтобетонных завода, 4 малых гидроэлектростанции. Всего в районе будет создано более 400 рабочих мест. Если брать в целом, то во всех регионах страны имеются цеха по производству сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности, а также цеха по переработке фруктов, ягод и логистические центры. Рассмотрев варианты, мы решили построить мини-ГЭС в Каракулже и Чоңолае, так как они являются горными регионами. В этом году в Волжской области планируется построить 20 промышленных перерабатывающих предприятий. Они были отобраны с учетом потенциала каждого района. Стоит отметить, что в прошлом году в Волжскую область было привлечено 2,5 миллиарда сомов инвестиций, создано более 1000 рабочих мест. Аймерим Назарова, Таттыбөбө Кенжаконова, ЛТР Ош.